Всем добрый день, дорогие друзья. 5 февраля 2024 года. Все, выгрузились в городе Якутск. Выезжаем до Нижнего Бестяха. Заправляемся и куда-нибудь подальше отсюда. Прям подальше. Чтобы здесь не этоваться. Чтобы здесь не ночевать. Собаки под колеса лезли. Потому что, чуть дальше, вот, Якутска, чуть-чуть подальше. 30-35 до 30. Здесь минус 45. Справа. Сейчас поедем на переправу. Пацаны молодцы. Здесь компания Stale, якутский филиал. Молодцы, прям молодцы. Выгрузили все. Вот она компания. Говорим до свидания. Дергаю телефоном, конечно, чуть-чуть. Ладно, ребят, дальше включимся на переправе. Включусь. Едем к переправе. Вот уже по бетонке. Сейчас будем спускаться. Машина еще не успела нагреться. Печка еще окно запотело. И это тоже потеет, все дымит, парит. Ладно. Все, светофор горит зеленым. Значит, можно ехать. Минус 23, но он под пизды. Извиняюсь за выражение. Обманывает. Этот не минус 23. Сейчас на 40, с утра было 45 где-то возле речки. Ну, ребята, что я скажу, держите, сейчас будем газовать чуть-чуть. Сейчас спустимся и газу дадим. Будем прыгать. Говорят местные, не знаю, правда, неправда, вроде как начали мост строить. Честно не скажу, я не знаю такой информации. Кусты все такие белые. Катим. Рация-то и нужна, и начнет сейчас мозги пудрить. Я так понял, где-то здесь, я как бы ни разу не... Я был в Якутске. Мы садились в аэропорту. Военным бортом летели. Забирали людей. И все. С аэропорта нас не выпускали. Вот сейчас доехал машиной. Как бы я, не знаю просто, где тут переправа, что тут, как тут вообще. Первый раз ехал. Я так скажу, ездить можно, но надо ездить, подходить ко всему, к этому всему. В принципе, дорога нормальная. Дорога хорошая. Местами даже лучше, чем от Хабаровска до Владивостока. Переправа, да? Левый берег, правый. Я не знаю, зачем это вот они копают. Куча песка вот у них.
что выкапывает берег или что тут, или углубляют дно, я даже не знаю, что они тут делают, зачем это все это дело. Может, так они песок добывают. Ну, как бы. Кто местный, это, наверное, знает, там, если что, напишите в комментариях. Для чего? Я же морду снимал, радиатор оставил закрытый, а морду снимал, когда в Москве был. И на место не поставил, знаете, чуть не ночевал, как бы. Так. Ну, одеялом укрылся нормально. Вот, взлетная полоса. Видимо, резервную или что они, или первую эту они открывали, закатали. Теперь вот так. Ну, как бы под одеялом спал, но все равно это чуть-чуть некомфортно было. Ну, как бы и не жарко, и не холодно. Так, нормально. Да. Вот так мы сейчас выглядим. Ну, сейчас двигатель нагреется. Подшлифовываем. А вон там уже впереди виднеется Нижний Бестях. 16 километров. Знак стоял. Река Лена. Место здесь широкое. Вот они что-то местные сказали, типа в районе Павловска. Там делают этот, типа будут мост делать. Не знаю, правда, неправда, опять же. Но если сюда мост сделают, то это, ну, вообще будет круто с одной стороны. Сколько людям можно. Живем в 21 веке, с одной стороны, да. Мост построили в Крым. В Владивостоке у нас мосты низководные, золотой, какие проекты там, я считаю. Сюда можно тоже сделать. Единственное, надо подойти сюда. Организация такая, чтобы была сумма не так, которая делала дорогу в Забайкальском крае и сюда. В Забайкальском крае она вся поспучилась. Ямы, провалы, такие норки. Прям сильные. Так что вот так, ребята. Но машина с утра ехать не хотела, прям вообще не хотела. Вот пацаны приехали после меня. Одну впереди меня выгружали, потому что он приехал с режимным грузом. Ну, режимный груз это он на рефрижераторе приехал. Все, ревка работала, его выгрузили, потом меня. И вот за мной. Вот они ночевали на рыбках, говорит, нормально. 30-ка там, 30, наверное, 35 было максимум, это, говорит, если было. Машина даже, ну, покатилась, все нормально, спокойно поехала. С утра сюда приехали, и вот он один стоял, ждал, вот он только сейчас будет заезжать после меня. И все. Он, получается, говорит, это... Я, говорит, с места трогаться, а машина-то не хочет ехать. Ну, и я также, да, на пониженную скорость включил. Черепашку есть тут у нас такой. Маленький, ДМ написано. Пониженная самая. И все, и поехал. Газу вообще не давал. Вот в бок заскочил, сейчас оттаял. Вышел. Все, сигнал замерз. А только что вот сигналил. Тут же прихватывает. Прихватывает сигнал, короче. Вот в бок заехал, оттаял, все, машина сразу поехала. Такими эффектами поснимаем. Не знаю, посмотрим. Полностью видео засниму в таком режиме. Если понравится, там. Так получается как-то. Ладно, друзья, что ее полностью снимать, эту переправу? Переправа ледовая.
по реке. С трещинами, с ямами. А я думаю, они же все равно ее заливают там часто. Выравнивают, заливают. Подливают, эта вода там. Что бывает, налит где-то, шуга придет, ну, по ритму местами. Как бы так. Да, был бы мост, было бы классно, конечно. Людям летом считают, что паром, тоже платить деньги за все это. Так. Все, ребят, дальше включимся. Ну вот, заехали заправиться, а нам говорят 1,5 часа ждать. Вот такие вот цены на топливо в Нижнем Бистрике. У нас ближайшие, что там, Качекацы, Саха, нефтегаз сбыт. Блин, автономка воздух сушит, говорю, получается на ночь все равно двигатель работает. И забор воздуха включаю с кабины, потому что, ну, холодно. Уличный воздух он не прогреет. Но вот он автономка высушил до того, что, блин, получается, голос теряется аж. Ладно, друзья, дальше включимся, потихоньку поедем. Полетели, волосы назад, как всегда. Здесь потепление 31. Ну, еще до Качекацев не доехали. Едем. Посмотрим в Качекацах, если я не попаду под заправку, потому что там заезд такой, говорится, стремноватый. И это, поедем до Улу, там заправимся. В Улу подешевле будет топливо. Почти 72 рубля здесь. 80 с копейками, почти 70. Ну, почти 81. Я уже заговорился. Связь сейчас тоже в Качекацах пропадет. Считаю, что она у меня появится почти перед Алданом. Грубо говоря, 400 километров. В автомоте будет там. Как-то так, ребят. Ладно, дальше включимся. Итак, где-то нам километров 80 до Улу осталось. Опять едем по сказочному лесу. Будем заправляться в Улу, потому что Качекацев я туда не попал на заправку. Там еще машины стояли, заправлялись. А стоять, ждать, время терять, ну это долго. В этом режиме вообще по-другому все снимается. Съемка происходит. Лес такой сказочный, как будто сейчас зайдешь в лес, а там 12 месяцев сидят у костра. Так как раньше в сказках, знаете, было. Так что едем. Потихонечку, помаленечку. Но сегодня по-любому до Алдана будем идти. Самая теплая точка — это Алдан. Как ни крути. Еще если успеем, заедем, как мне пацаны сказали, знаменитых чебуреков. Один чебурек и все, и говорит, на целый день сытый съедим. Так что будем ехать. Сказали, если был в Якутии, не заехал в Чебуречную, они там на заказ стряпают. И значит не был, не побывал. Как раз что-то я сегодня только обедал. Не завтракал, не ужинал еще. Только обед. Ну, обед был. Завтрак так, кофе был.
ребята, вот так закусочная называется. Видите, подписали. Чебурек. Это 800-й километр получается. Там стоим. Такая она. Фотку привожу чебурека. Все, едем до Алдана. Всем доброе утро. Сегодня у нас какое уже 6 февраля. Переночевал в этом в Алдане. Тронулись, поехал. Минус 16, минус 17 показывает градусов. Тепло на улице, короче. Впереди нас ждет перевал Тит. Чульман. Ну и потом Нерингри получается. После Нерингри и куда перевалим мы в Амурской области. Не знаю почему в обратную дорогу домой, в сторону дома дорога кажется быстрее. Как-то так вот. Не торопясь выспался, покушал, позавтракал и поехал. Все равно пока, я думаю, загрузку в сторону дома ищут. Отсюда сильно ничего не возьмешь, да и ценник здесь. Отсюда дешево все. Смысл за бесплатно везти не вижу смысла. По этой бугристой местности больше соляра сождешь, чем заработаешь. Потому что... Серега, ну что, поменял форсунку? Есть у нас такие товарищи, которые, как говорится, за хлеб и кашу работают. Как-то такая вот. Сейчас чуть-чуть и уже не знаю, сколько там километров, но скоро будет. Лес прикольный. Подшлифовываем. Сверка срабатывает сразу. Вроде по камушкам, по камушкам. Ладно, друзья, дальше включимся. Вот тут какие деревья заснеженные. Тут пацаны говорят, когда тепло, потепление, и сразу снег идет. Вот он. Такие все в снегу. Красотища. Красота, красотища, да, прикольно.
-17, -20, -16. Так прыгает температура. Как бы тепло, хорошо. Ну и так, поднимаемся на Тит. Такое все. Сейчас будем спускаться уже. Илья, принимаешь? Здесь такие спуски. На этом кривуне надо ближе к середине брать, и потом ты по ровному ходишь. Что-то пацаны стоят. Подняться не может или что? Вот здесь посередине прям надо ехать. Потому что слева, если по своей стороне ехать, там резкий это подъем. Как раз вот как мы едем, так и надо по встречке чуть подниматься. Что-то они кого-то ждут. Илья, принимаешь? Сейчас шуметь. Он засыпанный, я говорю, надо со скоростью идти. Прямо на скорости. Как снизу раскочегарил, так и по шагам. Как их называют, интервенты, видать, подняться не могут. И вот это самое, вот именно вот это место, тут скорость теряешь, вообще капец. Прямо, вот я оттуда прямо вот, вон оттуда, короче. Сверху разгонялся, и пофигу. Прыгаешь по кабине, все летит. И все, и нормально все. Тогда ты преодолеешь. Местные вот таких называют интервенты, стоят на аварийках, подняться не могут. Потому что тут ямы, и вот едут, каждый переваливается с этой ямы. А тут надо уже шпарить, короче. Прям шпарить надо. Сейчас сильно не надо шпарить. Вот такой он перевал Тит. Ну, оно может быть на камеру кажется там не очень, но там просто он резкий подъем и всю эту скорость потерял. Сейчас мы тоже, кажется, вроде на спуск, а нифига, мы уже на подъем идем. Они сейчас будут стоять, ждать. Приедет КамАЗ. Ну или еще что-нибудь тяжелое. Поднимет их. Ну, мимо будет ехать. Вездеход. Либо самосвал груженый. Он их поднимет туда. Ладно, друзья, дальше включимся. Ну вот, ребят, подъезжаем к Чурману. Как там, Чурмаканская петля.
Ну вот только речку переехали, Чермакан. И вон наверху, наверное, на камеру не видно. Сейчас будем подниматься. Что-то она там крутая полосина. Так они ее все равно срезают. Там за лесом ничего не видно. Пустые идем, пустые. Пока еще там ничего не придумали. Да, они так хорошо ее срезали сам. Справа считай, что вот насколько срезали. Все пасмурно, сыпет порошка. Такая погодка, короче, ни о чем. Вон туда сейчас вверх пойдем. Сейчас прыгнем. Оп. Процентов 2 километра. И обязательно нырок. И еще один.
газовать и газовать. Все делается с разгона. Больше никак. Что у нас получается остается впереди? Якут называется. Подняться, спуститься на границу, подняться потом. Ну и там еще как бы горки есть, да? На границу тоже там высоко поднимаешься. Так что едем, ребят, дальше включимся. Ну и так, подъезжаем к Нерингли. Вот уже Стелла. Нерингли. Там просили передать привет в Нерингли, так что в Нерингли большой-большой привет. Гена, все, я привет передал. Ну, едем дальше. Серебряный бор какой-то. Тихоход впереди, Урал идет. Все, всем за ним. Ташимся, ташимся. Спускаемся с Якута. Ну и в прошлый раз где меня? Вот на этом месте подорвало. Здесь, да, мне подорвало. И мне пришлось остановиться, включить пониженную черепашечку. Блокировочку, седло задрал. И все, и поехал. Скоро уже границы будут. Якутия и Амурская область. Короче, надо на него скорость, если набрал, значит хорошо. Обороты держишь и летишь. Сейчас тоже надо подниматься. Это пустой, все равно легкими местами прошлифовывать. Не, на 10-ю. Киргизы поехали. Завис. Началось общение. Киргизское. Почему я скорость потерял? Потому что вот тут вот видно черные пятна нашлифованы. Тут даф висел, раскорячился, встречка маленькая. Она проскочила, а я уже все равно скорость потерял. И все. Они друг друга ждут. Чего ждут, стоят? Остановился, он теперь разгон вообще никогда не наберет. Он сейчас рассказывает, типа, сразу
Пешком идите. Правильно. Здесь надо вот с этого, в этот поворот заходишь и на механику и погнал. Ага, koşulmayacak. Вот сейчас. Белый асфальт у нас. Радио. Yaptırayım. А тут, да, тут скользковато местами. Вот такая природа тут. Там подъем 2 километра. Вроде бы казалось, что тут 2 километра, да? Он тоже коварный такой. И не всегда его посыпают, кстати. Посыпкой тут не балуют. Туда ехали, все было посыпано, назад едем, вообще ни камушка, ничего нет. Хотя здесь... Вот он, ручей Якут. И одноименный перевал Якут. Так что сейчас скоро уже чуть-чуть и границы будут. Bunun dört sözü bağlı. Киргизов много, они, видимо, у себя дома грузятся и сюда уже и везут напрямую овощи, фрукты. Прям пачками идут. Они, конечно, цену забронили. И грузят по 25, по 27 тонн. Как-то так. Нам же работа самим-то не нужна. Ne, haydi onu koşuldu ne kasalı oldu. Потом, я как-то видел, в Владивостоке они приезжают в Владивосток, грузятся рыбой куда-нибудь там на Новосибирск, ну, либо к себе бывает грузятся. И этот... А сверху на рыбу ставят машину. И все, и машина едет в замороженном состоянии. А вообще же у них внутри нашей страны, допустим, они не могут перевозить груза, потому что это каботаж называется. Ну, то есть они за границы приехали, они должны международные перевозки только могут. Внутри страны нельзя им. Ну, у нас, по-моему, что нельзя, значит можно. И вот так вот. А ладно, ребят, не будем об этом. На улице, сейчас скажу, сколько градусов. Минус 10 на
фокусируется. Ну вот. И все, говорим до свидания. Республика Саха-Якутия. Там бетоны такие. Все. А Амурская область, вот такая вот вывеска. Амурская область. Ну и все, ребят. Еще чуть-чуть. 100 километров до Тынды оставалось. Сейчас меньше, наверное, чуть-чуть. Не знаю, где-то пообедать, пока не знаю где. В то время уже 3 часа почти местного. Такие горы впереди мощные. Так, друзья, подъезжаем к Тынде. Окна грязные, прям от солнца светит. Вот Стелла, Бам, Тында. Тында, столица Бама, да, как говорят. Едем, двигаем. Сейчас, наверное, в Тынде заедем, покушаем. Точно дойдем. Сейчас даже скажу, сколько до Невера. Будет километровый столбик. Все летает по кабине. Такие ямы. Еще и скорость поставили 80. Нормально что? До Невера, до трассы. Даже покушаем и поедем. Ну все, мы в Тынде, заехали, покушали. Сытый дворик. Или дворик сытный. И выезжаем до Невера. Потому что на Невере кафешка вроде как не работала. Была на ремонте. Что забирается АБС прицепа? Что ты забираешься? Тепло попало. Да, на улице сегодня тепло. Здесь подъехали, где-то минус 11 было. Почти что весна. Почти что весна. Вот так она находится, эта кафешка. Такая дорожка вся в ямах. Где, блин? Да как перед Култуком там провалилось тоже. Здесь также. Видно, что новое, но все попроваливало. Все брякает, ладно. Друзья, включимся дальше.
Ну и все, друзья мои. Мы добрались до Невера. Что-то нам не надо. Нам надо на Хабаровск. Нам на Хабаровск, на Владивосток. Такая тут развязочка модная. Модная. Тут волны такие, а тут прям дорогу видно. Как так делали, как строились. Ёлки-палки. Столько денег. И все под коту под хвост. Сейчас ехал тоже. Мост современной России, упал. Ну, то есть постройки, когда вот эту дорогу строили, я не помню уже. На Якутию туда. После Тынды или перед Тындой уже. Новый мост, все, объезд, у него опоры рухнули, провалился мост. Ну как так может быть? Советские мосты еще некоторые где-то стоят. Я понимаю, у нас в Приморье все мосты падают, но там они с советских времен все мосты. А тут-то что? Может, когда-нибудь кто-нибудь ответит за это? Еще 176. До дома нам 1000, грубо говоря, 1800. Завтра будем с утра думать, что-нибудь где-то закидаться надо. Загрузиться. Сейчас еще будет одно место, покажу. Тоже построено. Раздолбаями. Тут у них весы, вот они, 2 полосочки должны быть. Так проезжаешь, типа, если у тебя перегруз, у тебя высвечивается, и ты должен ехать сейчас вот. Огоньки горят тут по правой полосе. И как раз ты типа заезжаешь на весовую вот сюда. Ну понятно, задумка хорошая. Но она вся волнами. Она вся вот буграми. Это как так строили-то? Ну, пацаны вместо стоянки используют. Ничего здесь. То есть все, деньги потратили, да? А так и весовую-то не запустили. Зато вот рамкоплату он стоит, чтобы бесплатно не проезжали. Сейчас где-то Ямина еще будет, надо не это. Мы сейчас вот там чуть дальше стоянка будет. Станем отдыхать, все, на сегодня хватит. Началось. Интервенты всякие, разговаривать. Тут что-то они строят вот справа, я даже не знаю, это что-то то ли Газпромовское, то ли нефтяное. По-моему, Сила Сибири же сюда выходит. Должен быть здесь, по-моему, где-то.
обманывать вас опять же не буду. Еще, видите, недоделано. До стояночки и спать. Река Большой Невер. Все. Федеральную трассу Амур мы вышли. Амур или Байкал, что-то я уже это. Блин, а что у меня знаю? Что-то Хабаровск, по-моему, это Амур. Да нет. Или нет? Что-то я уже все запамятовал. Вот он знак. Сейчас где-то будет яма. 1000 метров ямы. Вот эту организацию, которая все эти дороги делала, блин, я не знаю, расстрелять надо, наверное. Там еще дальше впереди, там еще дороги такие здоровые. Ну, их видно даже на камеру, хоть и машины там едут, освещают нас своим светом. Вот так тут, оба. Оба. Даже камнями засыпали, потому что все-таки когда скользко было, все тормозили. Еще ямка. Оба. Как сказал бы мой друг, знакомый, товарищ, коллега, да, так сказать, дорогу делали интервенты, вредители. Вот, а впереди все в знаках. Тут она что-то вообще провалилась. Причем за это лето. Я летом ездил, не сильно было так. В конце лета, вот ближе к осени она начала вся валиться. Потому что здесь болотина. Я же говорю, что-то не учли при строительстве дороги, когда ее строили. На камеру ты кажется маленьким дорога, тут чуть ли не до потолка подпрыгиваешь. Тут она слева вообще провалилась, ее засыпали, видите? Вот тут. Она ушла туда. Кто-то где-то сэкономил на чем-то, да? Громко ее открывали. Так громко она. Не знаю, пока нигде ничего не слышал, чтобы там про нее в интернете ходило слухи какие-то, что она уже все. Ну а мы сюда отдыхать. Все.
Сегодняшний лимит 700 с лишним километров мы прошли. Все, ребят. Всем спасибо, что посмотрели наш фильм, ролик, так сказать. Ну и до новых встреч.